Добрый вечер. На ТНВ новости. В студии Альбина Слугараева. И вот о чем расскажем сегодня. Прошли огонь и воду, но остались без крыши. За свои деньги крышу сделали, за свои деньги. Здесь все менять, обои все менять. Кто будет восстанавливать после пожара дом на Халево, где теперь нет света и газа? Алина Зинатуллина. Нехватка мощности и запасы с прошлого. 3000 ржи, 1000 тонн пшеницы осталось прошлогоднего зерна. О работе и проблемах татарстанских элеваторов. Салават Мухаммадуллян. За туманом и за запахом побед. Впервые такой путь, конечно же, на Сахалин. На что рассчитывает сборная WorldSkills Татарстана, узнал Дмитрий Аринин. Мастера со всей страны на Шишкинских прудах. В Елабуге играет 11-я Спасская ярмарка. Тульские пряники, печатные, очень вкусные. В атмосферу торговли погрузилась Альбина Минибаева. Пострадавших нет, впрочем, как и электричества и газа во всем доме. Причина пожара в казанской пятиэтажке установлена – неосторожность при курении. А вот устранение последствий может затянуться на неопределенный срок. Вернуться домой жители смогли еще накануне, однако многие квартиры пострадали от воды. Лина Зинатуллина о том, как ЧП стало поводом для большой работы над ошибками. Вот в каком состоянии потолок. Здесь все менять, обои все менять. Вот так сейчас выглядит квартира Лии Шубиной. Она, как и все жильцы, еще вчера смогла вернуться домой. Натяжные потолки висят огромными пузырями, пахнет уже не столько гарью, сколько сыростью. Света нету, канализации нету, воды нету, газа нету. Не понимаем, кто нам возместит вот этот ущерб по потолку. Пожар в этом доме на Халево начался накануне около часу дня. Огонь на крышу перекинулся с квартиры на 5-м этаже. Площадь пожара 700 квадратных метров. Это в основном кровля. Из дома эвакуировали 75 жильцов. Одна из них Александра Трегубова. Я разговаривала с мужем по телефону и услышала с улицы крики «пожар». Я выглянула, увидела тень, что там такие клубы дыма. Он меня успокоил, сказал, что нужно сделать, чтобы нужно было заткнуть все двери мокрыми тряпками, все окна позакрывать. Я смотрю наверх и вижу, что крыша загорелась. Я понимаю, что сейчас начнут заливать крышу, а у нас электричество везде. Полетел вырубать электричество по всем подъездам. Пока бегал и вырубал электричество, обстукивался двери. Так получилось, что в соседней квартире от очага возгорания была бабуля, не была она не в курсе, а крыша уже горела над ней. Пришлось выводить ее. Почему же отключать электричество пришлось простому жильцу? Почему в доме не было элементарных огнетушителей? А главное, кому теперь все это восстанавливать? Вопросов много. Создана чрезвычайная комиссия. В причинах уже разобрались: неосторожность при курении. А противопожарного покрытия на чердаке и крыше не было. Хотя они говорят, что в прошлом году сделали ремонт. К сожалению, на чердачном помещении обработка не было. Сэкономили на деньги. В то же время мы хотим обращаться к жителям города Казани. Если вы решили курить на балконе, вы должны соблюдать элементарные правила безопасности. Хотя бы поставить банк с водой. Не бросать окурки на проезжую часть дорог, не проезжать на детской площадке. От временного убежища, которое жильцам предложили в 73-й школе, а затем в гостиницах, все отказались. Ночевать не дома будет лишь виновник пожара. Остальные переживают, что дальше. На новую крышу всем домом собирали годами, и вот остались без нее. Вроде городские власти обещали помочь администрации города, пока не знаю. У нас, во всяком случае, денег нет. Вот собирать, как сказали, 4,5 миллиона, это на 100 квартир поделить эти 4,5 миллиона, поскольку по 40 тысяч. В исполкоме действительно сообщили, что ищут способ помочь пострадавшим, хотя по закону и не обязаны. А жильцы пока ждут хотя бы света в своих домах. Лина Зинатуллина, Ленар Гинатуллина, Айзат Шамарданов, Марат Зайдуллин, Амир Залишев, ТНВ Казань. Двухкратное повышение толуола и этилбензола обнаружили экологи в Нижнекамске. Вторые сутки город без свежего воздуха и уже более 100 жалоб. Звонки о такой же проблеме поступают из района. По результатам отобранных проб стало известно о превышении в воздухе бензола, толуола и этилбензола. Поиском источника загрязнения займется Академия наук Республики. Мы опираемся на данные Академии наук Республики Татарстан, потому что это оборудование позволяет по 4 параметрам мы можем с точностью определить координаты предполагаемых источников. Пока боролись с птичьим гриппом, нагрянула африканская чума, зараженная вирусом свинина, выявлена в Татарстане. Об этом сообщает Россельхознадзор. ДНК вируса обнаружена в мясной продукции из Калининградской области. Продавали ее в Челнах. Напомним, что мясо больных животных уже было выявлено в торговых компаниях Тульской области, Мурманской, Екатеринбурга, Липецкой области и Воронежа.
Разбитые полы, плохая вентиляция и отсутствие декларации. За такие нарушения владельцам элеваторов республики только за последние 6 месяцев этого года выписано штрафов почти на 300 тысяч рублей. Тем временем в зернохранилищах до сих пор остаются остатки прошлогоднего урожая. Хватит ли имеющихся мощностей и почему жатве, похоже, придется ускориться? Салават Мухаммадуллин. Это первая остановка урожая после поля. Прямо с кузова грузовика его проверяют на качество и класс. Некоторым водителям приходится разворачивать машину прямо у въезда на элеватор, если показатели зерна не устраивают лаборанта. Качество урожая средний. Клейковина озимая пшеница низкая, а рожь нормальный, второй класс. Через этих специалистов проходят машины из Высокогорского, Лаишевского, Пестричинского и Арского районов. Данное зерно 4 класс у нас, пшеница. Крукачинский хлебоприемник в этом году планирует принять до 50 тысяч тонн зерна, хотя в закромах еще хранятся остатки с прошлого года. Осталось чуть-чуть, но уже вагоны тоже заказаны, оставшееся количество зерна прошлогоднего тоже под погрузку у нас готовится. А в тоннах сколько примерно осталось? 3000 ржи, 1000 тонн пшеницы осталось прошлогоднего зерна. Урожай на Крукачинский элеватор начал поступать с 26 июля. Это на 12 дней раньше, чем в прошлом году. За неделю здесь приняли больше 3000 тонн. В день это в среднем около 500 тонн. В основном здесь рожь и, конечно, пшеница. В закрома идет и культура рыжик. Ее привозят из соседних республик Марий Эл и Чувашия. Инфекции, плесень, вредители. Даже во время хранения зерна находятся под риском. Чтобы урожай оставался пригодным в течение года, перед сезоном склады дезинфицируют, белят и моют. Во время хранения мы просто, когда уже зерно начинают пускать, получается, приезжает госхозинспекция и под их, как говорится, осмотром все это отпускается, реализуется, а все это проверяется ими. Но такие правила соблюдают не все. За это полугодие владельцам элеваторов Россельхознадзор выписал 13 штрафов почти на 300 тысяч рублей. Выявляются нарушения, такие как попадание атмосферных осадков в зернохранилища, в зерносклады, разбитые полы, плохая вентиляция, то есть кровля, выпуск зерна в обращение, то есть реализацию без декларации о соответствии. Либо с декларацией о соответствии, но не проверены на все показатели качества. На фоне этих нарушений специалисты вынуждены усилить контроль за качеством зерна. Пока качество поступающего зерна в целом находится в пределах допустимых показателей, однако имеются факты превышения показателей по влажности, сорной и зерновой примеси. Влажность зерна – это следствие другой проблемы в республике. У элеваторов не хватает сушильных мощностей, да и технологически они устарели. Многие построены 50-60 лет назад. Сейчас в Татарстане 41 хлебоприемное предприятие. Однако вместить они могут только чуть более 2 миллионов тонн зерна. Куда деть, когда урожай перевалил за 4-5 миллионов тонн? Актуальным этот вопрос остается для тех районов, где нет своих хлебоприемных предприятий. На эту тему особенно обращали внимание в Альметьевском, Заинском и Бугульминском районах. Пока помочь элеваторам должны зерносклады сельхозтоваропроизводителей с вместимостью около 2 и 3 миллионов тонн. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань, Высокогорский район. Аграриям пока везет с погодой, но уже с выходных ситуация может измениться. Грозы, град и сильный ветер обещают нам в субботу. Об ухудшении погодных условий предупреждает Гидрометцентр Татарстана. Грозы с кратковременными усилениями ветра до 22 метров в секунду ожидаются на территории республики ночью и днем 4 августа. В отдельных районах возможен град. Плюс 2 рубля. Сегодня в Нижнекамске подорожал проезд в трамваях. Теперь его стоимость 22 рубля. Эту сумму утвердил комитет по тарифам республики. Руководство Горэлектротранспорта объясняет повышение тем, что с 2016 года рост цен сдерживали. Теперь для этого возможности нет. Транспортники несут убытки. Меры вынужденные, сами понимаете, что очень сильно инфляционный характер несет. И также повышаются тарифы очень сильно на электроэнергию. То есть трамвай – это электрический транспорт, потребляем очень много электроэнергии, очень затратно. Напомним, в Казани проезд уже стоит 25 рублей, и в конце лета цена может еще повыситься. Главная причина – инфляция. Как спасти из огня и воды азбуку спасения сегодня изучали ребята в детском оздоровительном лагере «Солнышко». МЧСники провели здесь показательные уроки. Такие мастер-классы спасатели регулярно проводят во всех загородных лагерях республики с начала лета.
Данное мероприятие очень показательное и интересное не только детям, но и вожатым. Телефоны экстренных служб узнают, меры поведения в лесах и на водных объектах. Свою силу и выносливость сегодня демонстрировали ребята и в Зеленодольском районе. Здесь прошло открытие всероссийских военно-полевых сборов «Салют Победа». Более 100 участников из регионов страны состязались в 12 дисциплинах. Готовность курсантов оценила Алина Мусина. Крики «Ура» и первый строевой марш. Раивское училище сегодня встречает 100 самых спортивных ребят со всей России. Олег Жермаленко – один из них. Готовность к чрезвычайным ситуациям, сила воли и патриотизм – это черты настоящего мужчины, уверен юноша. Тут выправка военная, подготовка вся. Но мне нравится быть патриотом своей страны. Они знают все о военном деле и физической подготовке. Всего здесь 12 дисциплин. Все на время. Для участия в спортивных сборах Татарстан приехали лучшие из лучших. Попасть сюда смогли не все. В этом году только 5 команд. Такой праздник. Надеюсь, ребята, которые прибыли сюда у нас в эти соревнования, будут довольны как восприимством, так и проведением этих соревнований. Занятие у нас разборка-сборка автоматов. Несколько секунд, и автомат собран. Георгий Башуй родом из Челябинска. Военное дело для него – это семейное. Пошел по стопам отца. Быть первым во всем в крови, говорит курсант. Какие места занимали? Вторые, первые такие. Третьи никогда не получаю, потому что не надо. Стремишься к лучшему? В течение 4 дней ребята будут проходить здесь военно-спортивные сборы. И проведение их именно в Раивском спецучилище не случайно. В этом году ему исполняется 85 лет. Алина Мусина, Марат Саидгараев, ТНВ, Зеленодольский район. Это новости на ТНВ и далее в программе. Молодые археологи со всего мира собрались в Татарстане. Могильников у нас здесь нет, то есть это сохранение в слое. Что ищут в Великом Булгаре волонтеры ЮНЕСКО, узнал Сергей Хайдаров. Мастера со всей страны на Шишкинских прудах. В Елабуге играет 11-я Спасская ярмарка. Тульские пряники, печатные, очень вкусные. В атмосферу торговли погрузилась Альбина Минибаева. На остров за сокровищами WorldSkills сегодня сборная Татарстана отправилась в Южно-Сахалинск на финал национального чемпионата «Молодые профессионалы». Это соревнование станет важнейшим для нашей республики, и страны предстоит определить состав сборной России для чемпионата мира, который пройдет в Казани. На какие результаты надеются татарстанцы, их проводил Дмитрий Аринин. Желаю удачи, не болейте, не пострадайте. Чемодан, аэропорт, чемпионат. Перед вылетом последние наставления. С объемным багажом умений и навыков отправляется соревновательная команда спасателей. Просто спокойствие такое. Готовы к финалу. Дай бог, выиграем, приедем. Воспитательница дошколят Алина Абдулина на всех этапах отбора была первой. Девушка ждет, что долгий путь тоже увенчается золотом. Впервые такой путь, конечно же, на Сахалин, потому что, это долгая дорога, но тем не менее настроение бодрое, активное и только за первым местом. Каменщики, плотники и столяры тоже строят победоносные планы. На соревнованиях им предстоит черный ящик, то есть вытянуть неизвестное задание. В чем сложность за час табуретку сделать или как? Да, дается определенное время, допустим, я тренировался 3 изделия, на эти изделия давалось 22 часа. Мы готовились, я думаю, хорошо выступим. На национальном чемпионате делегация Татарстана будет одной из самых многочисленных – 150 человек. Это 81 участник, их наставники-эксперты и психологи, тимлидеры. В Южно-Сахалинск сборная республики полетит через Москву. Чтобы добраться до острова соревновательных сокровищ, предстоит преодолеть зеленое море тайги свыше 10 тысяч километров. На Сахалине национальный чемпионат соберет свыше 3000 участников. Бороться за золото будут в 62 компетенциях. Татарстанцы – одни из фаворитов. На прошлом чемпионате наша республика стала второй после Москвы. Особенно сильны наши айтишники, робототехники, строители и педагоги. Медальный план никогда никакой не ставили, потому что в целом основная задача, действительно, ребята уже все победители, объективно, они прошли и региональные этапы, они прошли и полуфиналы, и уже доказали, что они из лучших в России. Поэтому WorldSkills дело очень сложно прогнозируемое. 3 дня соревнований. В любой момент каждый из соперников может допустить маленькую ошибку, которая может повлиять на результат. Но, конечно, Татарстан всегда был в лидерах, всегда был
в тройке лидеров. Мы, соответственно, надеемся сохранить это место. На Сахалине соревнования молодых профессионалов пройдут с 8 по 12 августа. По их итогам будет сформирована сборная России для чемпионата мира в Казани. Без победы не ждите! Дмитрий Айринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Одних провожает, других встречает Татарстан. Молодые археологи со всего мира приехали на раскопки в Болгар. Здесь открылся международный волонтерский лагерь ЮНЕСКО. Он собрал 26 участников из России, Бангладеша, Боснии и Герцеговины, Германии, Мексики и других стран. Чтобы попасть в Великий Болгар, они прошли серьезный отбор. Минимальные требования – это знание археологии и английского языка. Что скрывает болгарская земля, находки 13 века увидел Сергей Хайдаров. Вот так, взяв в руки мастерки, лопаты и металлоискатели, в Великом Болгаре работают профессиональные археологи. Скоро именно на этом месте появится новый музейный объект, так называемый лапидарий. Но прежде обязательны раскопки, ведь древняя земля хранит свои тайны глубоко. Находок не так много, в основном монеты, различные бытовые предметы из железа, ножи, ключи. Есть замочек в виде лошади болгарской, такой вот маленький ювелирный. Находки на археологических раскопках бывают неожиданными и даже порой пугающими. Вот, к примеру, на этом месте был найден скелет человека. Предположительно, это женщина, и под землей она пролежала около 7 веков. Довольно такая широкая идет подвздошная кость, то есть у женщин они идут шире, да, таз сам шире, крестец у женщин тоже шире, чем у мужчин. Все находки прямиком отправляются в фонд Великого Болгара. Сейчас в архивах тысячи экспонатов, драгоценности, монеты и предметы быта. С наследием работают волонтеры со всего мира. Мы считаем те предметы, которые находятся в этой коробке. Считают, подписывают, сортируют. Всего за одну неделю волонтеры ЮНЕСКО обработали 41 тысячу музейных предметов. Отсканировали около 1000 документов, фотографий и карт. Разобрали 80 коробок археологического материала. Эранди Луна приехала в лагерь из Мексики. Говорит, чувствует себя здесь, как рыба в воде. Я учусь на архитектора, и родители всегда говорили мне, да я и сама так считаю, что археология – это лучшая книга жизни для человечества. В фонде Болгара столько находок, что глаза разбегаются. Это очень интересно изучать. Они и сами учатся, и помогают в сохранении наследия Болгара. Однако такая возможность выпала не всем. Из сотни заявок по всему миру выбрали только 26 молодых археологов. Василий Митровский приехал из Сербии. Здесь он может и на Болгар посмотреть, и про объекты ЮНЕСКО Сербии рассказать. Мы представляем объекты ЮНЕСКО в наших странах. И вообще это очень интересно. У нас такие как проекты. А вечером мы все дружимся, разговариваем, поем вместе. Вообще очень классно у нас получается. Сейчас смена лагеря волонтеров ЮНЕСКО подошла к экватору. Здесь ребята пробудут еще неделю. За это время планируют перевести сайт Великого Болгара на английский язык. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Болгар. А в Свияжске продолжает свою работу международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник». Напомним, он начался 30 июля и завершится 5 августа. В программе показов 12 фильмов, 8 из них иностранные. Фестиваль еще и дискуссионная площадка. Сегодня мастер-класс провела известный российский сценарист, кинорежиссер, телеведущий и публицист Авдотья Смирнова. А какие референсы? На что это похоже? Да? Вот я это ненавижу, потому что если ты собираешься снимать кино с референсом, зачем его снимать? Оно, значит, уже снято. Так откровенно и честно разговаривает с гостями фестиваля Авдотья Смирнова. Известный российский сценарист, кинорежиссер, телеведущий и публицист в Свияжске не впервые, но на фестивале еще не была. Сегодня рассуждали о том, как снимать кино начинающим. В пример приводит появившийся якутский кинематограф. Про себя и для себя. Якутский зритель с удовольствием смотрит картины якутских кинематографистов. В Якутии отродясь не было никакой киностудии, никакой киноиндустрии. Фестиваль «Рудник» в Свияжске проходит во второй раз. Он про документальное и дебютное кино. Это детище Марины Разбежкиной. Она сценарист, документалист, режиссер. Родом из Татарстана, живет сейчас в Москве. В этом году отбор был очень серьезный, рассказывает на фестиваль. В итоге из 12 работ 8 иностранного авторства. Мне кажется, что на сегодняшний день, чем больше маленьких фестивалей
будет, тем это лучше, потому что, не могут люди приехать все в Москву, в Петербург, в Канны. Они здесь, и надо нам выезжать. Это очень важная вещь. Во мне говорит прям училка. Мне кажется, что люди должны видеть все это кино. О фестивале узнают, и сюда уже приезжают профессиональные актеры и режиссеры, чтобы поучиться. Тимур Баканча, звезда сериала «Девчонки», говорит, что сами свияжские виды вдохновляют к размышлению о кино и кинематографии. Документалистика – это попытка увидеть реальность, то есть то, как на самом деле. А мы часто видим не реальность, а мы видим что-то такое придуманное. И вот это вот придуманное, оно как бы мешает создать художественный. Все показы и встречи фестиваля проходят в здании музея Свияжска. Посетить их может любой желающий. Из Казани ежедневно отправляется автобус. Вся информация на сайте Рудника. Завершится фестиваль 5 августа. Альбина Аслагараева, Данил Филатов, ТНВ, Свияжск. Почти документально о отечественных войнах. Масштабный праздник для любителей истории стартует завтра в Казани. В Национальном музее республики пройдет военно-исторический фестиваль «Восток-Запад». Для гостей тематические лекции, танцевальные программы и романсы. Кульминацией станет историческая реконструкция главных эпизодов боевых действий с точными репликами униформы. На Шишкинских прудах Елабуги снова ярмарка. Самобытные мастера со всей страны, а еще Беларуси и Украины. В этом году Спасской ярмарке 11 лет. Традиционно здесь зазвучит и фестиваль колокольного звона. Альбина Минибаева сегодня торговалась, приценивалась и покупала. 11-й год подряд Спасская ярмарка собирает мастеров со всей страны. В этом году здесь Беларусь, Украина. Мастера зазывают, показывают и, конечно же, предлагают. И так во всех рядах здесь, на Шишкинских прудах. Бытует мнение уже 2 года подряд, что Спасская ярмарка может переехать в другой город и не будет здесь больше Елабуги. Я вам заверяю, как глава администрации, вот мы ее возродили 11 лет назад, и она будет продолжаться. Сегодня мы встречаем здесь практически все регионы Российской Федерации. Отрадно, что фестиваль ремесленников, как и его исторический аналог, приобрел общероссийский масштаб. 11-я Всероссийская Спасская ярмарка и фестиваль колокольного звона. Тульские пряники, печатные, очень вкусные. Развиваем это производство, наращиваем обороты и уже довольно большой ассортимент делаем продукции. Осторожно, не трогать руками. Здесь на Спасской ярмарке этого точно никто не скажет. Можно смотреть, открывать, заглядывать, примерять. Но кто устал от этого всего, можно подойти к мастерам и даже поучаствовать в их мастер-классах. Здравствуйте. Добрый день, могу чем-то помочь? А давайте посмотрим, умеете ли вы шить берестой. Хитрый вы такой. Хорошо, давайте. Берем бересту, вдеваем в дырочку и как иголкой, да, пожалуйста, попробуйте. Давайте попробуем. Бересту я еще не шила, так что... Мало кто умеет. Вдохновиться, и что-то купить. Потому что здесь такие бывают интересные вещи, которые не встретишь нигде. И потом, вы знаете, даже купишь какую-то вот эту вещицу, она целый год, она греет душу. Светлое, душевное, радостное настроение. Тут. Даже когда просто приходишь, уже вот прям вникаешь. А здесь уж прям вообще счастье. 1000 участников, сотни тысяч товаров самых разных, от вот таких вот ручных изделий. От одежды, конечно же, без нее никак здесь на Спасской ярмарке. И, конечно же, керамики. Заметьте, посетители, готовьтесь выложить здесь не маленькую сумму, но скидка на то, что это все-таки ручная наверняка работа. Частная ручная работа. А скидку, новомодную скидку даете? Обязательно. Приходите, будет скидка и будет качественный товар. Посуда для духовки. Слушайте, а вот что для вас торговать здесь на Спасской ярмарке, здесь выступать? Очень приятно. Добрые, приветливые люди. Самое главное заработать или что? Нет, и принять участие. Хотелось бы заработать тоже, но и принять участие. Выступления артистов на различных народных и фольклорных коллективов. И там ближайшие 3 дня вплоть до воскресенья, чтобы атмосфера Спасской ярмарки уж точно запомнилась абсолютно всем. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Елабуга. И на этом наш выпуск завершен. Впереди еще спорт и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30.
ждешь скидок? Спеши в марку Nissan на Чуйкова. Там внедорожники Qashqai и X-Trail со скидкой до 300 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Внимание! Объявляется открытый конкурс «Туристический сувенир 2018». Подробности на сайте tursouvenir16.ru. Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun 4 пятерки 3 семерки. Bizde scratch karton bulu ikilete otuşlu. Birinchide qabat sotib olуга to'shlama. Ikkinchidan smartfon o'tu mumkinligi. Ham iritini talab etmay turgan indizet so'tqishi nibari 19999 so'mga. Sizni Eldoradoda kutamiz. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Футболисты «Рубина» продолжают вкатываться в сезон. Первая победа над Краснодаром уже забыта, и впереди новые задачи. Перед вылетом в Москву на матч против «Динамо» команда провела у себя на базе тренировку. Все игроки в строю, в том числе молодые футболисты. Несмотря на финансовые трудности, небольшой выбор новичков, команда старается выжимать максимум. Последним игроком, прибывшим в расположение клуба, стал Ибрагим Салагов. В следующем туре «Рубин» дома примет питерский «Зенит». Матч третьего тура российской премьер-лиги перенесен с 12 на 13 августа. Связано это с тем, что зенитовцы принимают участие в Лиге Европы. Если быть откровенным, то еще не на все 100 я, конечно, готов. И матч с Краснодаром это показал, там немножко подустал я к концовке. Выдержал. Буду стараться набирать форму. В Казани в рамках спартакиады молодежи России открылись соревнования по академической гребле. Заплывы проходят в Центре гребных видов спорта. На турнире принимает участие порядка 200 спортсменов из 10 регионов страны. Среди участников немало победителей различных чемпионатов, а также международных турниров. Гребцы определяют сильнейших в следующих классах: одиночки, двойки парные, двойки распашные без рулевого, а также четверки и восьмерки. Соревнования по академической гребле в рамках 4-й летней спартакиады молодежи России продлятся до 6 августа. Старт заездов ежедневно в 10 часов. Завтра на чемпионате день отдыха. А в эти выходные в Казани третий год подряд пройдут массовые соревнования по триатлону Iron Star Timmerman Cup. Главным отличием от прошлогодних стартов станет проведение первенства России по триатлону среди юниоров. Это станет репетицией перед большим событием – финалом чемпионата Европы по триатлону на дистанции спринт, который пройдет в Казани 26 и 28 июля следующего года. Кроме того, трехкратный серебряный призер Олимпиады Максим Валикжанин впервые примет участие на триатлонной дистанции. Вместе с ним на старт полужелезной и спринт-дистанции выйдут 1500 человек из России и стран СНГ, а также гости из Германии, Великобритании, Израиля и Египта. По традиции до основного этапа пройдут забеги для девушек и детей, Iron Lady и Star Kids. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В субботу пасмурный циклон принесет в Татарстан дожди, температуры понизятся. Более подробнее о погоде после интересной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево днем пройдут дожди. Температурный фон не поменялся, также жарко 29 градусов. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают дождь и 23 градуса выше нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызье, Менделеевске облачная погода с прояснениями. Ожидаются дожди, днем местами всего 19 градусов тепла. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси также дождливо, плюс 21-23. Пасмурный циклон принес дожди и на юго-запад республики, тут плюс 26. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность, ожидается дождь и 27 градусов выше нуля. В воскресенье также местами пройдут дожди, температурный фон сильно не изменится. В Казани ожидается переменная облачность, пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха днем плюс 24-26. Ветер западный, при дожде порывистый. Атмосферное давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.